Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события пятницы. Боец особого назначения. Сулим Баталов. Путь воина. От сотрудника ОМОН Ахмат Грозный до профессионального бойца ACA. Народ существует, пока жив его язык. Также в школах подготовлены необычные экспозиции. Это музей старинных чеченских предметов быта. Все здесь собрали сами ученики. Как в республике сохраняют главное богатство нации. Самая маленькая девочка России Раяна Ташуева. Это моя страница, но это история. Сегодня в нашем выпуске история удивительной девочки из Чеченской Республики, которая приковала внимание всей страны. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Поистине пятница – это лучший из дней, в который когда-либо всходило солнце. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума молитвы». Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба намаз в мечети имени любимого дяди посланника Хамзата. В своей проповеди Абдурахим Мутушев рассказал о великих милостях, которые Всевышний доводит до людей посредством благословенного месяца Рамадан. Богослов напомнил, что Рамадан является временем особой щедрости Аллаха, когда открываются врата рая, закрываются врата ада и сковываются шайтаны. Это месяц прощения, очищения сердец и возвышения степеней верующих. إن شاء الله وتعالى مضوي دقش داقرم هاي إما دلنا خين boş bolnaха şuna marxi bu tabil nashun boq dalwayga farz binashun şuna maraqabara muğa hal daman khim boş bolch ummatşına sen dillah ter marış qabara dilnashun şuna badut sahamam هرسل marxi bu tsakhil laiza ihund qabuch de marnish elja وين هو دغيات وديله وين تعدد غيات زويخة وين خلوا غيات صغيات دا بعم بيقول داق لعلكم تتقون دير داك نمر نشتاق شو حرت خين دوش دولشم نخا ايس خين دولشم نشولر دريت الحمة تنقش دوه قيت الحمة يديكم اش درس يوون تدرس دونا شولر ديلجا اق شو دال قيت بيت الحمد دون دوش مرحب بالله شم بوق ويجا مرحب بوت ابن خين بوش بيجا الحمد لله مرحب بوتا دال ويبينهم بوش بولو بقيتهم دوهرا يلشنا صلى الله تعالى عليه وسلم حديث عبوق مرح قبش دونا مرح لوت وي سيرن داست وي تعيق دونا سيخ لوي دونا وتديكم دو اسبوع شو واخ لوي دونا دو غاز ما تداش عشرة كلو اما يلشنا صلى الله تعالى عليه وسلم بوق ويجا لا يزال امتي خيرا ما عجل الفطر مرح شي امه تديكنا خير ذات الق بمره شي أمتنا خير داتسا سيرنا إمارة خان ما بيزن يخان مخلنا إمارة داستش وش ملبوه شي أمتنا خير داتس علاقة بس خم وجدالة وإمارش دا أبل دويلة بس خم وجدالة وعمش دا أبل يويلة بس خم وجدالة إمارة خبط بيزن تبعها دقيقة ديروج تعدال هنا الله قوينا. Сохранение родного языка – это не просто вопрос лингвистики, это вопрос национальной безопасности и самобытности. И в нашей республике это понимают на самом высоком уровне. Следуя заветам первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, в регионе выстроена целая система поддержки чеченского языка. Ведется огромная работа на государственном уровне. О главном богатстве народа Мадина Кураева. ديخر دوسا نيسر خواشكا سحوم سرا مخكا خواشكا نينا مواتاش دك чахкаба шайкам лоруш сиа айба. Стихотворение о родном языке Раяна Алаудинова написала сама. Молодая учительница с детства влюблена в чеченскую речь. Именно школьный педагог когда-то привил ей эту любовь и во многом определил выбор будущей профессии. Со школы я рабахан худу элча. إشكال حيلش دون دعت خانوخ چیمه تنحیخر خویر زوج اوه تا
علامة تخص تيتر سوديش تركا تغايشت تونغ حيجوش جميلشتين أسأل سيك سيقق مخلاح سوء خيرقون إشت حيخر خوال هينت أوراكوش ينحام تو ألرش دقاليوش إتو سن يلغارش دحال خوي تقصون. Родная речь – одна из главных этнических ценностей любого народа. У чеченцев испокон веков считается, что язык передается ребенку от матери. Отсюда его название «Ненан-Муат». Также в школах подготовлены необычные экспозиции. Это музей старинных чеченских предметов быта. Все здесь собрали сами ученики. И каждый экспонат с названием на родном языке. Учителя – хранители истории и традиций. Они воспитывают подрастающее поколение, прививая любовь к культуре, обычаям и родному языку. В образовательных учреждениях региона чеченский язык изучают по нескольким направлениям: теория, орфография, пунктуация, развитие речи и культуры. С детьми работают профессионалы, искренне преданные своему делу. За последние годы проделана масштабная работа представителями системы образования, а также и другими ведомствами республики. Изданы новые учебники, методические пособия, переведены и опубликованы десятки книг. Разработан орфографический словарь чеченского языка «Нохчи мехтанис яздаран йохка дошам». Hins beruin maha от телефон са интернет са шоу елшту царн от стеqях нохчи мота бозита и аму мел цунс өрсиматааж интерес халита и электронный белшбой куза алсан беш инса ерриги ой амташ учебник шаларчой цайтолчи классиолоч ерриги электронный версии ерзиню Цутях аму еще что от амтшна лерен методический балбу от чубак шкуза. Ночи литература кушара халачи цайтолчи класс ерги от чуяхкан чакирилшу. Институт чеченского языка под руководством профессора Мусы Авхадова по праву называют главным центром разработки языковой политики. Если школы армия, то институт ее генеральный штаб. Здесь формируются нормы орфографии, создаются методические материалы и, самое главное, делают все, чтобы язык развивался и жил, а не становился музейным экспонатом. Институт был стенд и хажин буэльш кёрчдеран. Угар халга от школа и нохчима тхюрш болчхейхер хошна и амош болч дишер хошна цер эттохул аго царни юшела амат гечеш цутях тето диш тадах диш шумниш хилж иданистеш келнет эязеш төл элманш кузабу төл бол хейхер хок институт ябу иш кузака юкшбу иш дерги цани эр дөлө от метолк is dan is de leed, dode leed, is a weinte kushel, de hij het nog цакахкит бош, is тутя болбеш хадош доктор. Народ как нация существует до тех пор, пока сохраняет свой язык и культуру. Слова первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня руководство региона уделяет особое внимание сохранению и развитию родной речи. В 2007 году по инициативе главы республики Рамзана Кадырова был учрежден национальный праздник – День чеченского языка. Ежегодно 25 апреля жители региона отмечают его масштабными мероприятиями. Мадина Кураева, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Гордость республики. Сотрудник ОМОН Ахмат Грозный Сулим Баталов продолжает триумфальное шествие в мире смешанных единоборств. Российский боец чеченского происхождения, выступающий в лиге ACA, занимает 6-ю строчку в рейтинге полутяжеловесов. За его плечами череда досрочных побед. Глядя на него в октагоне, понимаешь, что перед тобой не просто спортсмен, а воин. Как в одном человеке сочетается служебный долг и бойцовский характер, расскажет Лейла Муртазова.
Сулим Баталов, представитель спецназа, родом из Русмартана. Сулим Баталов не раз выходил в октагон под оглушительные аплодисменты. Его уверенность и собранность в сочетании с уникальным стилем делают его опасным противником. С такими габаритами переквалифицировался в игровика. Падает вперед и все! Он начал карьеру в смешанных единоборствах в 2021 году. За 4 года в Лиге Исеи провел 9 боев и во всех одержал победу. 7 раз нокаутом. В 2026 в январе он нокаутировал бойца из Казахстана и снова стал лучшим. Его успех – это результат упорного труда и постоянных тренировок. С 12 лет спорт дайгулинас. Целда день тренировок шаш, турнир шкалич, любительский, да, боксина, с бокса орсо. После этого уже жим даю лучше арюльшься тренировок шаш максимально я хожу к соту. Это был биш ворк сотахтар спецбазы тем более что задачи жизни на роман. Да иш тхозбал вақтар нестелер. В феврале Сулим выиграл чемпионат России войск Национальной гвардии по рукопашному бою, став лучшим в личном зачете в весовой категории до 97 килограммов, где также выполнил норматив мастера спорта. Сослуживцы горячо встретили своего боевого товарища после очередного триумфа. Соперник сдался, хлопнув по плечу. Победный рев разносится по стенам. Вперед, Ахмат, Россия, но в Чечне. Кроме спортивной карьеры есть служба. Наш герой работает инструктором в ОМОНе Ахмат Грозный. Неоднократно участвовал в специальной военной операции. Проявил себя опытным бойцом, который внес свой посильный вклад в защиту интересов государства. Также на его счету титул чемпиона мира по жекпе-жек, что еще раз подтверждает мастерство и силу бойца. Для молодых людей это настоящий пример, как можно служить стране и стремиться к спортивным вершинам. В этом году спортсмена ждут немало испытаний, и, судя по его упорству, эти старты тоже могут завершиться триумфом. Лейла Муртазова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Девушка, чья история поражает своей уникальностью и силой духа. Ее зовут Раяна Ташуева, и она признана самой маленькой девочкой в стране. Несмотря на свой миниатюрный рост, эта девушка обладает большим сердцем и негасаемым оптимизмом. В свои 19 лет, проживая в обществе, которое порой может быть непростым, она излучает невероятную жизнерадостность и бойкость. Раяна – наглядное доказательство того, что физические ограничения не являются преградой для яркой жизни. Сейчас она успешный блогер и мечтает стать актрисой. Прямо сейчас сюжет об этой удивительной девочке. Это чеченская дюймовочка Раяна Ташуева. В свои 19 лет она попала в Книгу рекордов России как самая маленькая девочка. Ее рост составляет почти 72,5 сантиметра. Каждый день девушка доказывает, что никакие физические ограничения не могут стать преградой на пути к мечте. Она стала успешным видеоблогером. Ее позитивный контент собирает тысячи подписчиков в социальных сетях. Через видео Раяна делится с людьми своим настроением и открытостью к миру. Именно это и вдохновляет всех. Это моя страница, но это история. Что это? Это история. История. Угу. Тоже я все маленькая. О, ты еще поешь? Да. А какое первое видео ты закинула? Ну, я закидывала ночью. Ночью? Да. А что это за видео было? Видео было необычно было, а обычно я сделала сама. Вот. Вот видите, это маска. Я хотела Дубая, вот мне интересно, вот такой вот веселый, что-то мама, ну вот такое вот все это. Но ты была рада, да? Да. Она удивительно быстро освоила все тонкости создания контента, научилась монтировать, выбирать темы и сейчас уверенно чувствует себя перед камерой. Но ее жизнь – это не только работа. Как и любая девушка, Раяна обожает ухаживать за собой. У нее даже есть свой специальный уголок для макияжа, где она с удовольствием проводит время и экспериментирует с образами.
После насыщенного дня девушка вместе с семьей любит прогуливаться по окрестностям Грозного. Ее любимые места – это уютная кофейня рядом с домом, где всегда рады гостям, парикмахерская и магазины одежды. Но путь к этому светлому настоящему был долгим и непростым. Когда 19 марта 2006 года на свет появилась Раяна, врачи едва верили, что девочка выживет. Она весила всего 700 граммов при 38 сантиметрах. Раян, днячу я чхенаха. Штажим берду, окчо иштқивеса ят бах бохша 700 грамм бе и вош стаю и бах альчи коло де такачилсон и санигюхи надат. Ас абсолютно чодик нормально принятир. Тото алхамдулилlah тагалештинаха تا إشتر أصدق شو تسينغتن بأنا يا تون دارشي يا تعريسيش يا الحمد لله الله يدق سوخة خيسون إسيوا. Раяна росла самым обычным ребенком, но первые 1,5 года она провела в борьбе за здоровье. Семье пришлось ехать в Германию, где немецкие специалисты подтвердили редчайший диагноз. Были операции, двойная челюсть, удаление одной части, месяцы реабилитации. Но даже тогда ее мать, Румани, не опустила руки. педиатр роман ويقزع تصدق قيتهم الحمد لله خاص операция كوك داني سبير اشترازني جوق تمبراتوري لاتش دنيا جويل شخنا دائم داغر لاتش داق تار جنبلين تعبتها يتيز درس اتسيتر يعلنا ابوشنا ماتش كربكي تشو بامبا بلي از بامبي تشول كرب كان عليلنيو ايش شو غرادس نكواتيا عورين اتمنوت سورين اتمنوت سراز وزقيت مقدات على اشتسيكو غسيلا منتليلن يقص يا خي خرو الله دال رزق دلع تاع دوما دات ايش كورتي حلقه انايو دائما خش بوغي تخيدتي دائما اتخش خصليشوس اسخصلوزاش اشتاي انا يتديل قيتن بالراحتل اون دايلر خبر دي تخير شيخن كوغي غرا نستелю. На этом непростом пути семья Ташуевых никогда не была одна. С самого начала их поддерживали удивительные люди. Соседи, друзья, знакомые. Раяну здесь знает практически каждый второй. И эта поддержка чувствуется в каждом их взгляде и слове. يوخايوش شور أريول شات يوخايوش هز يوخايوش سانيمتي يوشات إروماني هقعد إشت أسمالية لير كره ليلا إيش أتجا أتشقيول شو يوش هم أنت مس هم أنت شيء يعمل يوشيج برنيتي جيشلا أريق يشلا نو ميل يوشلو هم أنت مس هم أنت سما يو شا يوشلا يوشلا إكسترنا هم خلشخناها хоть даже она у нас оставляет, маситу зюхил телефон хату шмухил, худощу бошхачлилщу. Сейчас Раяна живет полной жизнью, радуется каждому дню, строит планы. В мире, который порой кажется неприспособленным для таких особенностей, Раяна держится невероятно стойко, не давая отчаянию ни малейшего шанса. Да, я выхожу. Конечно, я гуляю. А тебе нравится наш город? Что тебе больше всего нравится? Мне нравится город здесь. Очень прекрасный день. Девушка – живое доказательство того, что главное в человеке – это огромное сердце, сильный дух и способность дарить свет. И хотя впереди, возможно, новые испытания, семья Ташуевых уверена, вместе они справятся со всем. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На экраны кинотеатров Грозного вышел фильм «Красавица». В основе кинокартины лежит реальная история. По сюжету фронтовик после контузии попадает на службу в Ленинградский зоосад. Считая это назначение ошибкой, он пытается вернуться на передовую, но постепенно включается в борьбу сотрудников за спасение единственной бегемотихи в условиях блокады. Этот фильм стал настоящим символом единения и гуманизма, доказательством самоотверженности жителей осажденного города. Трогательная история наполнена юмором, любовью и добротой. Не пропустите захватывающее приключение. Билеты уже в продаже. Я до сих пор под огромным впечатлением, даже трудно слова подобрать. Мы привыкли видеть в фильме о войне как сражение, а тут очень тихий, но важный подвиг, забота о животных. Этот фильм про человечность, я считаю, что его должен посмотреть каждый. Только вышел с этого фильма, мне очень понравилось. Это фильм о добре, о человечности и о заботе о животных. Всем советую посмотреть этот фильм.
На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.